Ожьяс и его брат Осьяс были предводителями многочисленного народа, обитавшего далеко на восходе солнца. Жизнь была благодатной. Было не нужно ни пахать, ни сеять. Все рождалось само по себе. Братья и их народ поклонялись свирепому, кровожадному богу Шурма, который питался человеческим мясом, запивая его теплой овечьей кровью, для чего ему в жертву еженедельно приносились 2 мальчика, 2 девочки и 3 овцы. В награду за это Шурма заботился о людях и оберегал их от всевозможных невзгод. Но однажды жертвы не были принесены вовремя. Разгневанный Шурма наслал на людей огромного черного ворона, который своими крыльями производил гром, а из клюва у него вырывалось пламя. Ворон погубил всех людей, подданных Ожьяса и Осьяса, а самих братьев прогнал далеко на заход солнца. Чтобы они не могли вернуться назад, ворон своим когтем провел в земле борозду, и по ней потекла широкая и глубокая река. Братья сделали плот и переправились через реку, но ворон увидел это и погнал их еще дальше на запад. Наконец, загнав Ожьяса и Осьяса в дремучий лес, ворон прекратил преследование. Чтобы братья не смогли выбраться на родину, ворон положил на землю вырванное из своего хвоста перо, из которого выросли высокие горы, Уральский хребет. Ожьяс и Осьяс остались жить на новом месте. От них впоследствии и произошел Коми-народ. Так гласит старинная коми-пермяцкая легенда, включенная в энциклопедию коми-мифологии. Ученый-фольклорист Олег Гуляшов считает, что эта история появилась не на пустом месте. Вот тут интересно вот, в плане этногенеза 2 момента. Во-первых, приход с востока. Во-вторых, 2 брата. Вот, 2 момента, значит, восток и двухкомпонентность. Из финно-угорских народов, практически каждый народ до сих пор отличается. Взять финнов из 2 компонентов, значит, Саво и западные финны, марийцы, горные, луговые, Мордва, Мокша, Эрзя. То же самое касательно коми. То есть вот сейчас пытаются даже некоторые выделить как отдельные народы, коми-пермяков, коми-зырян, но хотя по диалектам оснований нет. Если исходить из прародины пермских народов, то прародина где-то была на Урале, но, видимо, в той части, через которую вагуличи еще долго переходили, общались пермяки, вагуличи, вот где-то на уровне Соликамска, Чердыни, там, где притоки Камы, верховья Камы, они почти вплотную приходят к верховьям Аби. А потом, значит, передвинулись с усилением Волжской Булгарии, то есть тюркские народы формируют свое царство. В другой коми-пермяцкой легенде рассказывается, что дочь солнца Зарань и сын Пармы Пера встретились, полюбили друг друга и стали жить вместе без благословения солнца. Разгневанное светило ушло далеко от Пармы на целых 7 лет. За это время у Перы и Зарань родились 7 сильных сыновей и 7 прекрасных дочерей. Однажды солнце вернулось и послало новое испытание – жару, от которой высыхали реки. Зарань, чтобы спасти землю, вернулась на небо. Солнце ушло далеко от земли. Остался лишь его осколок. Он до сих пор согревает нашу северную землю. На ней до сих пор живут потомки Перы, пермяки и Зарани, зыряне. И, на мой взгляд, это такая форма, что ли, литературной мистификации. Легенда красивая, легенда романтическая, про любовь, но тем не менее уже очень прозрачное такое происхождение от Перы пермяки, от Зарани зыряне. Тем более пермяк, зырянин, они никогда не были эндонимами, то есть собственными именами коми. Это позднее название, оно внешнее. Коми называют себя коми, а на пермяков зырян стали делить уже как-то в веке, пожалуй, 18-19.
18-17. По мнению Олега Уляшова, действия легенды о братьях-основателях приходятся на 5-6 век нашей эры. Но на территории современной республики Коми первые люди появились значительно раньше. Археологи считают, около 40 тысяч лет назад. Удивительно, но обосновались они на Дальнем Севере, точнее на Полярном круге, недалеко от района нынешней Воркуты. Самая древняя стоянка у нас находится там. Возраст ее вот так вот усредненно, около 36 тысяч лет тому назад. Но потом вот в районе 27 тысяч лет население Урал покинуло, видимо, полностью. Те стоянки, которые я исследую, они существовали в период ледникового века. Люди были здесь в периоды потеплений. А вот где-то около 24 тысяч лет наступает период очень сильного похолодания. Вот, самое холодное, по крайней мере, за последние, там, не знаю, 500 тысяч лет, это точно. И люди тут не жили потому, что здесь некого было охотиться. То есть тут практически не было животных. Ну, полярная пустыня, в общем, была. Существует версия, что в то далекое время, когда еще не наступила ледяная пустыня, на землях нынешней Коми жили не только кроманьонцы, ранее представители современного человека, но и их предшественники, неандертальцы или палеонтропы. Интересно, что к тому времени неандертальцы уже исчезли почти по всей Евразии, но продолжали охотиться на берегах Печоры. Их следы были обнаружены археологами на знаменитой стоянке древних людей Пызовой. Я давно подозревал, что там очень много тех черт материальной культуры, которые характерны для неандертальца. Но как-то я не совсем был уверен. Ну вот потом вот вместе, когда с коллегами еще раз посмотрели, с французами особенно, там действительно преобладают черты, вот те, которые характерны для материальной культуры неандертальцев. Действительно так оно и есть. Может быть, это позднейшие неандертальцы. Но они никакого отношения к нам с вами не имеют. Они исчезли здесь около 27 тысяч лет назад. Исследователи полагают, что около 10 тысяч лет земли Северного Приуралия, как почти и всей Европы, были непригодны для жизни людей. Прошло время, льды отступили, и на будущей территории Коми снова появился человек. Я пришел к выводу, что само постоянное население и сами культурные особенности появились на Урале, начиная где-то с 18-17 тысяч лет тому назад. Пришли из Сибири, с юго-западной Сибири, близко к Алтаю. После отступления ледников здесь появляется население из юга, из Прикамья, из запада, это из Волго-Окского междуречья, может быть и более западных территорий, различные группы населения здесь встречаются, которые мы не можем определить и сказать, на каком языке они говорили, что это был за народ. И все-таки, что за люди были прапрапредками Коми народа? Откуда они пришли? Ученые пытаются определить, с какого времени коренные народы Урала обосновались на этой земле. Возможно, современные технологии в области молекулярной биологии позволят ответить на эти вопросы. С помощью методов извлечения ископаемой ДНК из древних костей и ее анализа. Смысл-то какой? Вот, например, мы анализируем материалы какого-то могильника, скажем, там, 1 века до нашей эры. Проанализировали. Оказалось, что вот гаплогруппы, характерных для уральского населения, нет. Все, соответственно, значит, это население пришло сюда откуда-то из других районов. В процессе развития популяции накапливаются объединенные генетические мутации, которые характерны только для данной популяции. Вот это и называется гаплогруппа. А поскольку материалы по гаплогруппам, положим, русского населения и других, они известны, то мы можем определить, что это было за население. Мне все-таки интересно получить объективные данные о том, была ли здесь непрерывность развития культуры вот той, начиная с самых древних времен, вплоть до настоящего времени. Если это получится, то это хорошо. Но это проверка просто моей гипотезы. Проблема происхождения любого народа чрезвычайно сложная, потому что она не может быть решена на основании исследования какой-то одной науки. Это должно быть комплексное изучение, потому что такое народ? Народ – это прежде всего язык, правильно?
Но народ – это не только язык, это его традиционная культура. Традиционная, та, которая складывалась на протяжении столетий, а может быть и тысячелетий. Кроме того, это антропологический тип. Исследователю, который замахивается на решение этой проблемы, необходимо владеть данными всех этих наук. Этнолог Дмитрий Насанелис считает, что есть два концептуальных подхода к этногенезу – историческому процессу формирования этносов. Первый предполагает, что тот или иной народ, особенности его материальной культуры, язык, обычаи, внешность обусловлены географической средой проживания, то есть люди подстраиваются под условия окружающей среды. Но есть совершенно другая точка зрения, может быть, неожиданная, и ей в некотором смысле диаметрально противоположная. Вот мы, когда сегодня говорим о происхождении материи, Вселенной, жизни, разума, то мы часто используем такой термин «первоначальный взрыв», от которого когда-то, так сказать, все пошло. Вся материя, вся Вселенная и так далее. И, кстати говоря, многие физики, астрофизики, геологи, гуманитарии придерживаются сегодня такой точки зрения, что от взрыва до возникновения человека эволюция носила осмысленный характер, то есть направленный. И это путь к ноосфере, к царству разума. Так вот, если исходить из этой точки зрения ноосферной, о том, что Вселенная, материя, жизнь, разум и человек, да, что это все некие звенья какого-то важного вектора, тогда окажется, что в некотором смысле идея того или иного народа, она существовала изначально. И в этом смысле, что не географическая среда влияет на народ, а народ находит в себе ту географическую среду или ту экологическую нишу, для которой он изначально был предназначен. Это вот такая креационная теория происхождения народа. Если полагаться на вторую теорию, то можно предположить, что в Приуральскую тайгу пришли люди, скорее всего, из разных мест, обжили ее. Им импонировал мирный, уединенный образ жизни – охота, рыбалка, собирательство, жизнь в гармонии с собой и природой. Возможно, поэтому современные коми состоят не из одного, а из трех основных антропологических типов. Это беломорский, восточно-балтийский и вятско-камский сублапаноидный. Вятско-камский тип, сублапаноидный тип. То есть в этом типе есть налет монголоидных черт. Для него характерна, во-первых, скуластость, во-вторых, небольшой рост. Они, как правило, темноволосые, темноглазые. В южных районах республики он представлен, в частности, Сысольский район, в Прилузском районе меньше, но это прежде всего южный район. Есть практически чисто европеоидный тип. Это удорские коми. Это, как правило, высокие, светловолосые, светлоглазые люди, которые, конечно же, имеют иное происхождение, чем южные коми. И, наконец, значительная часть коми-зырян относится к смешанному типу, то есть в котором смешались черты этого южного типа и северо-западного, чисто европеоидного. Так когда начал формироваться коми-этнос? Элеонора Анатольевна Савельева, основываясь на археологических находках, предполагает, что финно-угорские племена сформировались уже в неолите, примерно 5000 лет назад до нашей эры. Спустя 1500 лет в энолите финно-угорская общность распалась на финно-пермскую и угорскую. Пермские финны и стали предками коми-зырян, коми-пермяков и удмуртов. Угры оказались к востоку от Урала, в то время пермские финны наладили первые контакты с индоевропейцами. Вероятнее всего, это были древние индоиранцы. И в коми-зырянском языке есть десятки заимствований из иранских языков, которые прежде всего связаны с названиями металлов. И не случайно именно в эту эпоху у нас появляются первые изделия из металлов, из меди и бронзы. И это связано с влиянием индоевропейского мира.
На смену культуре ананинской приходит галяденовская. Это первые века нашей эры, где-то до середины первого тысячелетия нашей эры. Эту общность уже связывают с предками коми. Где-то с 5-6 века там начинают упоминать в арабских источниках народ Вису. Там связывают Вису с вепсами, с весь. Но по более поздним источникам получается, что там, где какие-то вот эти легендарные Вису проживали, там уже появляются предки зырян. То есть коми уже появляется на этом же месте. В середине первого тысячелетия произошло так называемое «Великое переселение народов». Тогда массы гуннов двинулись на запад из Средней Азии, перейдя Урал с юга. Видимо, под натиском, под переселением этих народов какая-то подвижка небольшая произошла, но не очень сильная, небольшая. То есть, в принципе, мы можем считать, что пермские народы, то есть удмурты, коми, пермяки и зыряне, они формировались где-то в Пермской области современной, там, на этой территории. Эти толпы, они появились и в Прикамье, они появились даже у нас. И памятники этих переселенцев известны на Выми, на Авдишеве, на Сысоле. И они представлены совершенно другим типом памятников. Появляются небольшие погребения под насыпями, под невысокими курганчиками. Эти пришлые группы населения, они знакомы были с животноводством, они прискакали на конях. Степные люди, вооруженные мечами, кинжалами, привезли с собой вещи и украшения, не свойственные для культуры местных. При раскопках могильников найдены железные котлы, бронзовые котелки, серебряные, золотые и золоченые изделия и монеты. Среди предметов, которые были обнаружены на нашей земле, вот на Выме в частности, серебряный сасанидский ритон, ритуальный сосуд в форме головы быка. Он хранится сейчас в Эрмитаже. Незваные гости остались и ассимилировались с местным населением, которое до этого занималось охотой и рыболовством. Предки коми переняли животноводство, начали разводить лошадей. Но эта культура существовала начиная с VI и до X века, ванвиздетская культура. Я считаю, что это та основа, на которой сформировалась культура предков Перми Вычегодской, потому что прослеживается преемственность в культуре. Начиная с XI века, северо-восточной Европой заинтересовались древнерусские государства – Новгородская республика и Ростово-Суздальское княжество. Конкурентами русичей в освоении севера стала мусульманская Волжская Булгария. Ее основу составляли тюркские племена. Часть пермских народов, вот удмурты, они вошли под протекторат Булгарии, а предки коми, они отделились от Булгарии, не входили в состав. Они являлись частью народа, который булгары и арабы называли Вису. По мнению Олега Уляшова, Вису жили на северо-западе от Волжской Булгарии, в бассейне Северной Двины, на территориях современных Архангельской области, запада Республики Коми и частично Кировской области. Коми беломорского антропологического типа являются потомками этого народа. Были какие-то финноязычные, может быть, вепсоязычные, поскольку Вису весь вепс. Какая-то группа была, или вообще говорила там на каких-то диалектах пермских языков. Волжская Булгария вела активную торговлю с Вису. Араб-путешественник Абу Хамид Ал-Гарнати в XII веке записал: «Жителям Вису запрещено летом вступать в страну булгар, потому что, когда в эти области вступает кто-нибудь из них, даже в самую сильную жару, то
что воздух и вода холодают, как зимой, и у людей гибнут посевы. Я видел группу их в Булгарии во время зимы. Лица красного цвета, с голубыми глазами, волосы их белые, как лен. И в такой холод они носят льняные одежды. А на некоторых из них бывают шубы из превосходных шкурок бобров. Мех этих бобров повернут наружу. И пьют они ячменный напиток, кислый как уксус. Он подходит им из-за горячести их темперамента, объясняющийся тем, что они едят бобровое и беличье мясо и мед. На нашей территории нет булгарских поселений, тогда как в Верхнем Прикамье, то есть там, где жили наши родственные коми-пермяки и удмурты, на этих территориях существуют торговые фактории волжских булгар. Тайга была богата пушниной, которая очень ценилась в то время. Между Волжской Булгарией и русичами шло постоянное соперничество за новые земли. Со временем Волжская Булгария ослабла и была поглощена Золотой Ордой. Борьба же между Новгородом и Ростово-Суздальским княжеством закончилась поражением Новгорода, а северо-восток к XIV веку попадает под юрисдикцию Москвы. Что касается контактов с западными соседями, то уже в XII веке у нас появляются древнерусские поселения, городища. Это Крыбьевское городище, на Вычегде, на Войме известно очень мощное Пожегское городище. Появляются городища и на Сысоле, древнерусские поселения. В XII веке в первом русском историческом своде повести временных лет, вышедшем из-под пера монаха Нестора, появляется письменное упоминание о народе Пермь, жившего на территории современных Коми. С XII века Коми известны под названием Пермь, да? Пермь, а еще раньше там как бы был просто территория, которая называлась Биармия. И вот исследователи XIX века отождествляли Пермь и Биармию, как бы, ну, думали, что это один народ. Коми сами себя явно не называли пермянами. Пермяне — это летописные какие-то источники называют. Версий было много. Возводят от Перяма, то есть задние окраинные земли, то есть финского. Коми, поскольку вот сейчас как бы пермяки, зряне называют себя коми, вполне возможно, что это самое из старых сохранившихся. Есть два основных, вот, более-менее заслуживающих внимания варианта объяснения. Одно от хум. Хум человек возводят к иранскому, а второе это от слова кам. Кам вполне возможно, потому что в удмуртском языке кам это означает река, причем большая река. Ну, то есть в принципе кам, ками, коми могло означать люди бассейна Кам, люди бассейна большой реки. Зряне само слово встречается в летописи только по отношению к одной небольшой группе, сирияне-лужговские. Потом уже от них там перешло полностью на народ. В XIV веке агеограф, сподвижник Стефана Пермского Епифаний Премудрый написал «Житие Стефана Пермского». В книге, наряду с описанием крестителя Стефана, содержатся и исторические материалы Перми о ее взаимоотношениях с Москвой. Пермь охватывала территорию по Епифанию очень огромную. Это вот междуречье Мизени, Лашки, Вычегды, там часть Двины, плюс Кама, Вятка. Епифаний недоумевает, как такая огромная территория там, ну, один народ живет, а реки одни текут на север, впадают там в Белое море там, и так далее, а другие реки, типа Вятки и Камы, текут на юг. И все это занимает, всю эту площадь огромную занимает один народ, который называется Пермь. Делит там Пермь Чегодскую и Пермь Великую. Коми не только по легендам жили вплоть до Котласа.
Котлас назывался Пырос, это значит вход в Пермскую землю. И Стефан Пермский начал свою миссию православную именно с Пыроса, то есть вот со входа. Говорится прямо, кто хочет ехать в Пермь, нужно плыть по Вычегде до впадения в нее в Ими. То есть очерчивается практически территория Перми. И поэтому я называю вот эту Пермь Пермью Вычегодской. По мнению ученого-фольклориста Павла Лимерова, народ Коми обрел свое название только после крещения, и то не сразу. Если до смены веры он так и назывался Пермь, то сразу после принятия христианства предков Коми стали называть по принадлежности к бассейнам рек. Были пермяне, стали там цесоляне, или там учегжане, там, или еще какие-то. А в дальнейшем они как бы образовались в народ Коми. Если мы возьмем фольклорные какие-то данные, то прежде был народ Чудь, а после крещения Чудь ушла в землю, а те, которые крестились, стали Коми. Что такое чудские ямы? Что это ямы, оставленные чудью. А как они возникли? Когда раздался звон колоколов, то чудь, не желая принимать чужую веру, подрубила столбы своих землянок и заживо ушла в землю. Это все кладбище древних Коми. Но на Нижневычегде, на Яринге, это вот Ленский могильник, там действительно я раскопала погребение на столбах. Там стоят деревянные столбы. Но, наверное, был какой-то настил или помост, на котором был погребенный, умерший, покойник. Затем разжигали костер. Столбы, соответственно, сгорали и обрушивались, и все эти кости падали вниз, и на дне масса костей, причем ни одного человека. Вот, то есть легенда, она имеет какую-то реальную почву. Сам по себе процесс этногенеза, формирования народа, это вопрос не только исторический, это вопрос еще и философско-религиозный. Поэтому мы говорим, что любой народ, в том числе и Коми, а может быть в особенности Коми, или еврейский народ, если мы посмотрим, что такое еврейский народ, то выяснится, что ключевая вещь, которая объединяет народ, это его религия, иудаизм. Значит, также точно и с Коми народом. Павел Лимеров приводит пример древнерусское государство. Оно сформировалось, когда князь Владимир крестил разные народы в христианскую веру в границах Киевской Руси. Это были племена славян, дреговичей, полян, словень, а также финно-угорские и тюркские племена. По этому же принципу формируется и коми-этнос как таковой. Появляется христианство как такая объединяющая религия, и Стефан Пермский как народный лидер. Эти, понимаете, видимо, сложились такие условия к тому времени, к XIV веку, когда была необходима модернизация этноса. Он образовал епархию, он крестил Коми, вот этих вот чудь, да, которая, или Пермь, которая стала называться после этого Коми. Он их крестил, он им дал новый тип культуры земледельческой после крещения. Он их не только крестил, но он еще и определил административную территорию. Он определил административные границы этой епархии. Стефан добился того, что Пермь-Вычегодская присоединилась к Москве, но на определенных условиях. Были обозначены ее границы, которые стали не только географическими, но и лингвистическими. Началось формирование языка, похожего на современный коми-язык. Одним из условий присоединения Коми к Москве стало признание статуса пермского языка. Он стал литургическим. На нем стали проводить богослужения. Он признан в качестве литургического наравне со славянским, как минимум.
Ведь литургических языков было не очень-то и много. Это славянский с 9 века с помощью Кирилла он стал таким. А вообще таких священных языков всего 3. Это латынь, это греческий и иудейский языки. Да? То есть пермский язык обретает статус на уровне вот этих 4 языков. На народных языках богослужение было запрещено проводить. Получается, что Москва или Русь в лице Москвы признала пермский язык в качестве литургического, то есть равного по значимости славянскому, греческому, иудейскому и латыни. Далеко не всем финно-угорским народам удалось сохранить свой язык. Так, по мнению ученых, на территории нынешней Архангельской области на Северной Двине проживал народ Чудь-Заволочская. Начиная с XII века их колонизировал Новгород, но не сразу. Славяне вливались маленькими колониями, смешивались с финно-уграми, образовывали здешние племена в русский этнос благодаря религии и земледельческой культуре. Есть такая фраза в Двинском летописце. Они были заволоческая чудь, а после того, как их крестили, они стали двиняне. То есть уже в XII веке двинские жители, они стали православными и русскими. Вот, кстати говоря, данные изучения генома по вот современному русскому по культуре населению, положим, Архангельской области, показывают, что генетически они финны. Просто полностью культура поглощена русской. Пермская епархия, обоснованная в Усть-Выме, начала развиваться. На Вычеге в устье реки Вымь вырос владычный городок. Были построены церкви и оборонительные сооружения. Стефан создает пермскую азбуку, открывает первую школу для подготовки священнослужителей. Усть-Вымь становится административным и религиозным центром огромного края, можно сказать, форпостом Москвы на северо-востоке Руси. И епархия называлась Пермской. Все епископы, которые были здесь, они назывались пермскими епископами. И потом, когда Вологду присоединили к Усть-Выме, они, вологодские епископы, назывались пермскими и вологодскими. И только где-то с конца 17 века они стали именоваться вологодскими и пермскими епископами. Не Пермь присоединили к Вологде, а Вологду присоединили к Перми. И наши усть-вымские епископы были самыми главными. По мере того, как Вологда приобретала какие-то параметры большого города, близкого к Москве, наши епископы стали уезжать туда. Для того, чтобы все это продолжало, вот это стефановское дело, надо было родить, так ведь? А все епископы после Стефана, они вряд ли были коми, они назначались, и поэтому со временем просто литургический коми сменился на литургический славянский, вот и все. Если еще Филофей, он как бы обозначал для себя, Филофей там писал пермскими буквами, это 6-й епископ, то все остальные мало уже знали и коми язык, и мало родили о том, чтобы он был богослужебным. Очевидно, тогда и вот где-то исчезает и письменность пермскими письменами. Несмотря на то, что Пермь Великую, которая располагалась на Верхней Каме, крестили на 100 лет позже Перми Вычегодской, ее название сохранилось. Оно закрепляется за краем, за новым городом Пермь. Название же Пермь-Вычегодская пропадает примерно в XVI веке. Тогда в связи с образованием русского царства появляются новые административные единицы – уезды. Значительные земли современной Коми вошли позднее в состав Архангелогородской губернии, а затем Вологодской. Но несмотря на это, начиная с XVI века происходит постоянное расширение этнической территории Коми. Бывшие пермяне осваивают бассейн Печоры. Вымичи, юдарчане, северные великороссы и ненцы образуют коми-ижемскую народность. Своеобразие ижемцев проявляется в том, что на них очень сильное влияние оказали ненцы.
И так это проявляется и в том, что они занимаются оленеводством. Ижевских коми называли евреями тундры, как известно, но это особая ижевская группа комизирян, своеобразная, самобытная, очень интересная. Начиная с 17 века, коми, вытесняя вагуличей, обживают Верхнюю Вычегду, основу деревни на землях нынешних Карткеросского и Ускуломского районов. Появляются поселения Пожег, Устнем. После революции в 1921 году коми народ был снова объединен официально. Из восточных частей Архангельской и Северодвинской губернии РСФСР была образована автономная область комизырян. В 1936 году область была преобразована в Коми-ССР, автономно-советскую социалистическую республику. А после развала Советского Союза в республику Коми в составе России. Но история не стоит на месте. Народ Коми наверняка ждут изменения. Какова его дальнейшая судьба? Если мы будем понимать народ как личность, ну, такого очень высокого порядка, а мне кажется, что это так, то, наверное, мы сможем представить, что, несмотря на промышленную революцию, несмотря на глобализацию, несмотря на многие вещи, во многом судьба личности, она ведь зависит от его внутренней воли. Значит, она имеет, эта личность, очень серьезное основание повлиять на свою историческую судьбу. Потому что если Творец или Господь Бог предположил для каждого народа вот какое-то свое место на земле, то это не значит, что он тем самым предопределил судьбу этих народов. Тут, мне кажется, как у человека есть свобода воли, так и у народа тоже есть свобода воли, мне так кажется.